Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Павел Стоян, я ученик Сумской средней школы. Моя тема – удивительное открытие из переписки внучки чернышевского и якутского учителя. Актуальность. Шестой класс Сумской школы носит имя Георгия Романовича Кардашевского и ведет исследование его жизни и деятельности. В этом году мы прочитали статью в газете «Юность Севера». Корреспондент газеты Мария Решетникова пишет, что Ефросинья Георгиевна Кардашевская принесла в редакцию два письма внучки Чернышевского из Саратова, адресованные учителю Арсунской школы. Из данной публикации мы поняли, что Георгий Романович много работал на тему Чернышевский в Илюске. Это направление деятельности кандидата филологических наук Кардашевского не исследовано. Цель – популяризация исследований Георгия Романовича о жизни Чернышевского в Илюске и ссылке. Задачи. Во-первых, собрать и систематизировать собранные материалы Георгия Романовича Кардашевского о великом революционере. Во-вторых, установить связь музеем-усадьбы Николая Гавриловича в Саратове. В-третьих, сопоставить собранный материал, выявить особенности работы Кардашевского по теме Чернышевский в Илюске. В-четвертых, определить собственные оценки исследований Георгия Романовича. Объект работы. Исследование жизнедеятельности Николая Гавриловича. Предмет исследования. Изучение Георгия Романовича Кардашевским из Илюйского периода жизни Чернышевского. Научная новизна нашей работы в том, что до настоящего времени исследование работ Кардашевского о Чернышевском не проводилось. Гипотеза. Благодаря проведенной работе можно выявить новые факты из жизни Николая Гавриловича и его исследователя Кардашевском. Методы исследования. Изучение литературы, периодические печати, музейных экспонатов, идентификация почерка, сравнение, обобщение. Практическая польза. Это представление будет полезно учителям русской литературы, краеведам широкой общественности. Нина Михайловна Чернышевская, кандидат филологических наук, автор научных монографий и популярных книг, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, заслуженный работник культуры СССР, член Союза писателей СССР, директор Дома-музея Николая Гавриловича. Георгий Романович Кардашевский, кандидат филологических наук, автор переводов Тургенева, ученый литературовед, член Союза журналистов СССР, литературный критик, учитель-методист. Статья Марии Решетниковой была приурочена к 95-летию со дня рождения Георгия Кардашевского. В нем рассматриваются два письма от Нины Михайловны Чернышевской. Первое письмо написано 8 января 1953 года. Из него мы узнали. Во-первых, Георгий Романович Кардашевский хотел написать литературное произведение про Чернышевского. Просил помочь материалами. Во-вторых, Нина Михайловна Чернышевская выслала в подарок свою книгу «Чернышевский в Саратове». В-третьих, музей Чернышевского может припечатать нужные для автора материалы. Второе письмо написано 2 августа 1954 года. Его содержание мы установили. Во-первых, работа над произведением была начата Кардашевским. Во-вторых, Нина Михайловна Чернышевская в это время пишет книгу «Великий узник». Просит включить в нее рассказы, услышанные от Кардашевского. Легенду о борьбе родственников Кардашевского с колками и его общения с Николаем Гавриловичем Чернышевским. Рассказ о вещах Чернышевского в семье Корякинов. Исследование. Во-первых, между этими письмами была поездка Кардашевского в Саратов. В семейном архиве Кардашевских находится фотография отца с Ниной Михайловной. Во-вторых, о том, что Кардашевский имел намерение написать литературное произведение про Чернышевского, никто не знал. В-третьих, книгу Чернышевский в Саратове дочери не смогли найти. Мы из интернета-магазин купили «Великий узник» 1953 года. В-четвертых, никаких записей, связанных с Чернышевским, Ефросинья Георгиевна не помнит. В-пятых, начатое произведение Кардашевского может быть в бумагах, которые Ефросинья Георгиевна передала в Национальный архив. В-шестых, в книге Нины Михайловны «Великий узник» 1955 года включены рассказы, услышанные от Кардашевского. В-седьмых, легенду о борьбе родственника Кардашевского с колками и его общение с Николаем Гавриловичем Чернышевским мы нашли в книге Бориса Луина «По следам Великого узника». Героем был Дмитрий Еремеев. В-восьмых, рассказ о вещах Чернышевского в семье Корякиных мы прочитали только в книге «Великий узник» 1955 года. Выводы. Во-первых, установили, что в 50-х годах была попытка создания единственного литературного произведения о Чернышевском в Якутии. Во-вторых, существуют легенды и рассказы о Чернышевском, неизвестны широкому кругу читателей. Статья «Прометей России» Георгия Кардашевского была напечатана в 2 номерах районной газеты «Коммунизм Сардангата». Статья имеет подзаголовок «Заметки к юридическим годам Николая Гавриловича».
Нас в статье заинтересовали два момента, свидетельствующие в поиске самого Кардашевского. Во-первых, во время побега Мышкин нещадно выстрелил из пистолета и попал в Семена Бякина. Казак прожил долгую жизнь и умер вместе с пулей революционера. Кардашевский встретился с сыном казака Бибякина, у которого спросил разрешения выкопать тело отца и вынуть из тела пулю Мышкина. Бибякин Павел дал согласие, но власти не разрешили. Во-вторых, Кардашевский пишет о поездке в Саратов. В музее его удивила целая стена гербария. Так узник отправлял цветы из Вилюйска жене Ольге Сократовне, а также картина неизвестного художника, на котором изображен Чернышевский якутской девочкой. Исследования. Во-первых, по поводу могилы казака Семена Бибякина мы обратились к Томскому Дмитрию Елисеевичу, краеведу и коллекционеру фотографий. Он сказал, что старое Вилюйское кладбище снесено. Во-вторых, мы написали письмо в музей Чернышевского в Саратов с просьбой выслать фотографию гербария и картину неизвестного художника. Сотруднику музея усадьбы через электронную почту нам отправили следующие материалы. Письма, фотографии гербария, рисунок Василия Беляева. Чернышевский помогает якутяночке принести воду в Люське. Из первого письма Кардашевского от 10 декабря 1952 года стало понятно, что он намерен сделать серьезную работу. В поисках черновиков драмы Кардашевского съездили в Намский музей-библиотеку имени Петра Николаевича Табурокова. Поисковые работы не дали результатов. Рисунок художника Василия Беляева Чернышевский помогает якутянке принести воду в Вилюйске был передан в музей в 1956 году неизвестным лицом. Мы выяснили, что в 1931 году из Москвы приехали журналист Борис Лунин и художник Василий Беляев по Вилюйске. Им удалось разыскать людей, знавших великого революционера, собрать материал, и впоследствии Лунин написал книгу «По следам великого узника». А Беляев только через 10 лет нарисовал образ Чернышевского. При детальном рассмотрении рисунка стало видно, что в статье Георгия Романовича она описывается не совсем верно. В статье Кардашевского написано, что Чернышевский с двумя берестяными ведрами и лаве полными водой поднимался с горки, а в рисунке Беляева Чернышевский идет с двумя алюминиевыми ведрами. В статье Кардашевского вслед за ним шла с улыбкой на лице девочка, а у Беляева недоумение. Девушка на картине Дуняша Корякина. В поисках информации об Евдокии Корякиной съездили в Вилюйский краеведческий музей имени Староватова. Нашли фотографию Евдокии Корякиной. В музее было кресло Чернышевского, в котором любил сидеть Вилюйский узник. Гид краеведческого музея города Вилюйска рассказал, как она сидела в Саратовском музее Чернышевского. В 1989 году было введено новое здание Вилюйского музея имени Чернышевского. Когда дети вошли в новый музей, то они сразу поняли, что проект здания идентичен Саратовскому музею Чернышевского. В 2003 году Вилюйский музей был переименован. Выводы. Во-первых, в 1984 году была написана статья «Прометей России». Мы статью перевели и отправили в Саратовский музей Чернышевского. В 40-е годы Георгием Романовичем Кардашевским была предпринята попытка изучения пули Мышкиным Мещеринова. Установили связь музеем усадьбы Чернышевского краеведческим музеем города Вилюйска имени Староватова. Чернышевским собрана коллекция флоры Вилюйска 70-80-х годов XIX века. У Кардашевского были черновики работы над драмой. Выяснили имя художника, историю создания рисунка. Из книги Бориса Лунина выяснили, что прототипом девушки из рисунка Беляева является Евдокия Корякина. В Вилюйске с именем Чернышевского связаны экспонаты, педагогический колледж, улица и памятник на берегу Вилюя. Ефросинья Георгиевна Кардашевская все письма отца в 2019 году передала в Усть-Алданский литературный музей комплекс имени Протодьяконова. В поисках писем мы обратились к сотрудникам музея и получили 4 письма и 2 фотографии. Исследование. В статье Марии Щедниковой допущена ошибка. Первое письмо адресовано Калисте Семеновной Павловой. Все письма Чернышевской были адресованы на имя Кардашевского в Ворсунскую школу. Жена Кардашевского, Калиста Семеновна Павлова, отдельно написала в саратовскую редакцию, чтобы спросить о портрете Чернышевского на обложке книги «Чернышевский в Саратове». На письмо ответил редактор саратовского книжного издательства «Фин».
Портрет, помещенный в овале и вызвавший ваше недоумение, фрагмент памятника Николаю Гавриловичу. Памятник будет в этом году установлен на одной из площадей Саратова. Внизу листа после ответа мы читаем написанные красными чернилами слова. В день вашего рождения, уважаемый Георгий Романович, поздравляем полным вашим поражением в споре. Это почерк друга семьи Семена Руфова. Провели идентификацию почерка. В письме Нины Михайловны Чернышевской от 2 августа 1954 году читаем. Для нового издания моей книги «Великий узник» мне хотелось бы использовать рассказанную вами легенду. Через интернет мы определили, что было 3 издания этой книги. Таким образом, мы предполагаем, что Нина Михайловна решила переиздать книгу с новой информацией о великих годах Чернышевского, именно после встречи с Кардашевским. Письмо Муриной показывает, что Георгий Романович Кардашевский в 1978 году решил написать статью в память о Нине Михайловне. Он просит музей выслать ее фотографию, а также с картиной и гербария. Но просьба отклонена. Фотографии Нины Михайловны Чернышевской с дочерью имеются. Поэтому можно сказать, что Георгий Романович установил связь с правнучкой Чернышевского. Вывод по главе. Во-первых, статьи Решетниковой Марии нашли две неточности в передаче информации. Во-вторых, рассказы Кардашевского были опубликованы в 3-м издании книги Нины Михайловны. В-третьих, прибытие книги Нины Михайловны Чернышевской в Саратове возник вопрос по поводу изображений на обложке. В этом дружеском споре против мнения Кардашевского были жена Калиста Семеновна Павлова и будущий народный писатель Якутии Семен Кидович Руфов. Из письма директора музея Мурина делаем вывод, что Георгий Романович Кардашевский в 1978 году изучал Чернышевского, но нигде не нашли его отображения в периодической печати. Заключение. Во-первых, в классе имени Георгия Романовича Кардашевского установил связь с Саратовским музеем, усадьбой Николая Гавриловича Чернышевского, Усть-Алдамским литературным музеем комплексом Протодиаконова, Вилюйским краеведческим музеем имени Староватова, Намским музеем библиотеки имени Табурокова. Во-вторых, сопоставили собранный материал и выявили особенности работы Георгия Романовича Кардашевского по теме Чернышевский в Вилюйске. В 40-х годах Георгий Романович Кардашевский исследовал дело Мышкина. В 50-х годах Георгий Романович Кардашевский начал писать драму Чернышевский в Вилюйске. В-пятых, книгу Нины Михайловны Чернышевской «Великий узник» нужно подарить Вилюйскому краеведческому музею Староватова. В-шестых, связаться с правнучкой Василия Беляева, спросить об истории рисунка в Саратовском музее. В-седьмых, темой исследований был заинтересован близкий круг Георгия Кардашевского. В-восьмых, определился в собственной оценке исследований Георгия Романовича Кардашевского. Учитель Рисунковской школы провел огромную исследовательскую и творческую работу по увековечению памяти школы, провел нас великого узника. Мы, шестиклассники, должны сделать достоянием широкой общественности данную работу Кардашевского, поэтому решили создать сайт. В-девятых, делая вывод об исследовании, отметим уникальность данного исследования для родных Чернышевского, Кардашевского, Руфова, а также музеев, связанных с ним. Спасибо за внимание.